Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Жизнь в маске. COVID-19 опасен не только для пожилых. Молодые люди с поражением легких попадают в госпиталь. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба призвал граждан пожалеть медиков. Друг познается в беде, борьба с ковид и поддержка МВД. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 миллионов рублей. Где правда? Джамал Гогия против Верховного суда. В Сухумском суде прошло заседание по гражданскому иску. Спасателям 15 награды, отличившимся 15-летие МЧС отметили скромно и по-семейному. Выпуск новостей мы начинаем с информации об эпидемиологической ситуации в стране. Услышьте нас, берегите свое здоровье и соблюдайте санитарные нормы, сказал в интервью абхазскому телевидению министр здравоохранения Эдуард Будба. Глава Минздрава подчеркнул, что коронавирусом начали болеть и дети. В связи с этим в городе Сухум будет открыто обсервационное отделение на базе первой поликлиники. Приехали сегодня в Гудаутский ковидный госпиталь в очередной раз. Хочу вас информировать о том, что действительно поступают больные поступают в большом количестве. Вчера за сутки 22 поступления только в Гудаутский ковидный госпиталь. Сегодня тоже идут поступления. Поэтому мы усиливаем мощности по мере поступления больных. У нас еще резерв мощностей есть, я вам говорю, но дежурные бригады сегодня, которые должны были заступить, они уже приехали на местах. Открываем дополнительно 4-й этаж, куда будем класть больных по мере поступления. На данный момент, еще раз хочу повториться, Гудаутский госпиталь имеет в своем, как говорится, распоряжении места для того, чтобы класть больных. Это первое. Второе. Были технические сложности по кроватям, по оснащению. Значит, эти мощности сегодня были прямо реализованы. Здесь доставлены с других лечебных учреждений. Мной издано было такое распоряжение. Сняли с других лечебных учреждений города Сухум, доставлены эти мощности сюда. Сейчас они будут установлены дополнительно в ряде отделений на случай наполнения отделений, чтобы у нас были места в плане коечного фонда. Это что касается наполнения. Сегодня вот сейчас мы провели рабочее совещание с главным врачом, с сотрудниками КТ. Хотел бы, чтобы с пониманием наши граждане относились к тому вопросу, который мы неоднократно озвучивали. Вы все прекрасно знаете, что КТ у нас не работал какое-то время из-за технических сложностей, потому что программное обеспечение слетело, софт был восстановлен. Благодаря усилиям специалистов, вообще неимоверно сложных условиях работали люди. Хочу вам еще раз напомнить, и даже не напомнить, а просто сказать, что те люди, которые здесь работали, они работали практически в круглосуточном режиме. Эта ситуация была на контроле у руководства страны, докладывалась ежедневно руководству страны, и поэтому сейчас, слава богу, аппарат КТ запущен. Сегодня было сделано 27 исследований на 16:30. Поэтому еще раз хочу сказать, что поступают сложные, больные, уже с тяжелым поражением легких. Поэтому еще раз хочу обратиться к нашим гражданам. Посмотрите, пожалуйста, на все медицинское сообщество, как они работают и как они оказывают помощь. И хотел бы еще раз очень просто, вот знаете, обратиться с такой, уже даже не просьбой, я не знаю, с таким, наверное, требованием о том, что мы опять продолжаем себя, как говорится, вести в обществе свободно, масок мы не носим, скапливаемся. Это все очень приводит к тяжеленным последствиям. Медицинское сообщество действительно уже в перегрузе работает. Я хочу еще сегодня на совещании говорю, что мы подошли к тем пиковым нагрузкам, которые были в прошлом году. Сейчас мы мобилизуем все наше медицинское сообщество, все наши кадры, все наши резервы. Я и обратился к нашим, с письмами к нашим российским коллегам, к врачам, чтобы руководство их отпустило сюда или командировало для того, чтобы помочь нашим гражданам в такой сложной ситуации. Те пиковые нагрузки, которые проходили в прошлом году, нам помогали, вернее, российские коллеги приезжали вахтовым методом сюда и в Гудаутский госпиталь. Наши российские коллеги помогали нам.
специалистами. Также был госпиталь в Айтаре. На сегодняшний день все это делается силами нашего общества, медицинского сообщества, поэтому мы еще раз обращаюсь к вам, наши граждане, пожалуйста, давайте помогите нам. Все медицинское сообщество сегодня в перегрузе, мы одни не справимся. Пожалуйста, с пониманием относитесь к этому. Поступают уже даже молодые граждане. Вот я сегодня на консилиуме это обсуждал. Парень 22 года, поступил за несколько дней, уровень поражения 75%, КТ-4. Это очень серьезное поражение, которое приводит к очень тяжеленным последствиям. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем гражданам. Пожалуйста, помогите и услышьте нас. Услышьте все медицинское сообщество. Министр здравоохранения Эдуард Будба также рассказал о том, как проходит обследование и лечение детей, больных COVID-19. При необходимости госпитализации отправят в первую Сухумскую поликлинику, где будет развернуто до 14 коек. Если состояние детей будет тяжелое, их направят в Гудаутскую ЦРБ на реанимобиле, где им окажут необходимую дополнительную помощь, сказал глава Минздрава. Сегодня мы сделали такое выездное совещание, подъехали в детскую республиканскую больницу, собрались, обсудили всю маршрутизацию. Значит, действительно, детей тоже поступает все больше и больше. Сегодня в ковидном кабинете при детской поликлинике города Сухум принимается более 50 детишек. Там забирается тест на ПЦР, осматривается врачами. Дальше, если им нужна помощь в плане инъекционной, значит, мы договорились, что они будут обследоваться и получать необходимые, допустим, инъекции и помощь медицинскую в амбулаторном центре, который располагается на Красном мосту. Вот. Далее еще обсудили, что если детишкам, после того, как они будут прокапаны, там, допустим, легкое состояние, они будут отпущены домой. Но те дети, которые, я говорю сейчас по Сухуму, которые нуждаются в дополнительной помощи, то есть стационарно должны находиться. Поэтому мы сегодня проговорили, будет развернуто дополнительное отделение на 11-14 коек при первой поликлинике города Сухум. Значит, там силами республиканской детской больницы будет создан пост. Значит, там будут детишки находиться средней тяжести под наблюдением. Вот, все необходимое медикаментозное лечение они будут получать именно в этом блоке. Что касается дальнейшей тактики лечения, если мы увидим, что больные детишки утяжеляются, у нас есть реанимобиль, у нас есть бригада реанимационная, которая сможет привести этих детей уже сюда, в Гудаутский госпиталь. И здесь уже будут ими заниматься специалисты профильные, педиатры и при необходимости там реаниматологи. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Савмен передал Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19 и поддержку правоохранительных органов, сообщает пресс-служба президента. Аслан Бжани и Хазрет Савмен в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Глава государства выразил слова искренней благодарности за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела. Напомним, что в ноябре 2020 года президент Абхазии Аслан Бжани в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с Хазретом Савмен. Тогда в результате переговоров с экс-президентом Адыгеи было принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств. Деньги были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Президент Аслан Бжани встретился с представителями армянской общины Республики Абхазия. Рад приветствовать вас в администрации президента. Мы давно с вами не виделись. За это время накопился ряд вопросов. Я готов к их обсуждению, сказал глава государства. Председатель общины Галуц Трапезанян отметил, что проживающие в Абхазии армяне чувствуют себя частью большого дружного пространства, полноценно задействованными в процессах жизнедеятельности государства. Представители
Представители армянской интеллигенции затронули вопросы преподавания абхазского языка в армянских школах Абхазии, специфика которых немного отличается от общего образовательного процесса. Президент отметил важность преподавания абхазского языка в армянских школах и выразил готовность оказать содействие в вопросах обеспечения педагогами. Также президент поблагодарил актив армянской общины Республики Абхазия за неоднократно оказываемую финансовую помощь Гудаутскому ковидному госпиталю и другим медицинским учреждениям страны в борьбе с пандемией. В Сухумском городском суде под председательством судьи Зарины Габеевой прошло заседание по гражданскому иску Джемала Гогия к Верховному суду Республики Абхазия. Напомним, что 21 января текущего года в ходе оптимизации должность руководителя аппарата Верховного суда, которую занимал Джемал Гогия, была сокращена. Экс-руководитель аппарата считает, что это его завуалированное увольнение и подал иск. Подробности у Шазины Ханагуа. Заседание Сухумского городского суда по гражданскому иску началось с ходатайства представителя истца Ноны Ригвавы. Сам Джемал Гогия в суд не явился. По словам адвоката, накануне днем близким родственникам председателя Верховного суда Мананы Делба ему были нанесены телесные повреждения. Как сообщает мой доверитель, с момента его обращения в суд с исковым заявлением со стороны ответчика, председателя Верховного суда, ее близких родственников, ему поступали угрозы, оказывалось на него давление. Вчера днем Гогия Джемалу, близким родственникам ответчицы, были нанесены телесные повреждения, в связи с чем он был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако мой доверитель не возражает против рассмотрения данного гражданского дела по существу в его отсутствие. Представитель истца Нона Ригвава предоставила справку из отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы и ходатайствовала о приобщении к материалам дела. Справка о том, что мой доверитель госпитализирован в медучреждение и соответствующий диагноз. Судья Зарина Габеева не удовлетворила ходатайство адвоката, отметив, что рассматриваемый документ не имеет отношения к делу. В ходатайстве представителя истца Ригвава о приобщении справки из ГУМЗ Республики Абхазия, Республиканская больница, выданной на Гогия Джемала Георгиевича, подписанной врачом челюстно-лицевым хирургом Хавцевым М.А., отказать в связи с тем, что данный документ не имеет отношения к существу рассматриваемого дела. После того, как зачитали иск, было принято решение о переносе заседания. Оказалось, что представителю Верховного суда, адвокату Белли Гуашевой, необходимо дополнительное время для ознакомления, так как иск, направленный ранее ответчику, был короче. Для ознакомления действительно не хватало одного листа, поэтому доводы, которые изложены в полном объеме, мне не были известны, поэтому необходимо время для ознакомления. Следующее заседание суда назначено на 14 июля. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Пандемия коронавирусной инфекции, ликвидация последствий непогоды 4 июля, а также поисково-спасательные и поисковые операции. В эти дни в акватории города Гагра внесли существенные коррективы в празднование 15-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Тем не менее, было решено провести церемонию вручения ведомственных наград и присвоения очередных воинских званий сотрудникам спасательного ведомства страны, сообщает пресс-служба. Министр Лев Квициня выразил благодарность всему личному составу МЧС за проявленный высокий профессионализм и самоотверженность. Пандемия COVID-19, ликвидация последствий непогоды 4 июля, а также поисково-спасательные и поисковые операции, проведенные и проводимые в эти дни в акватории города Гагра, внесли существенные коррективы в празднование 15-летия МЧС Абхазии. Тем не менее, было решено провести небольшую церемонию вручения ведомственными наградами и присвоения очередных воинских званий сотрудникам спасательного ведомства страны. Министр генерал-лейтенант Лев Квициня выразил благодарность всему личному составу МЧС Абхазии за проявленные высокие профессиональные и личностные качества, которые способствовали решению всех поставленных задач.
За 15 лет пройден большой путь становления и формирования спасательной службы страны. В структуре МЧС появились новые подразделения, что в свою очередь позволило расширить формат оказания специализированной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пополнение кадрового состава ведомства идет исключительно за счет выпускников профильных высших учебных заведений. Министр особо поблагодарил ветеранов спасательной службы, упомянув и тех, кого уже нет в строю, но память о которых навсегда хранится каждым сотрудником МЧС. Затем отличившиеся сотрудники МЧС Абхазии были награждены почетными знаками, а также ведомственными медалями в честь 15-летия образования МЧС Абхазии. Среди вручаемых наград были и знаки профессионального отличия спасательных ведомств зарубежных стран, которыми были награждены сотрудники МЧС Абхазии за международное сотрудничество во имя спасения. По словам руководства спасательного ведомства страны, награждения во знаменование 15-летия МЧС Абхазии будут продолжены, но уже в выездном формате. Будут посещаться все районные подразделения, чтобы каждому сотруднику была вручена причитающаяся его заслугам награда. Артиллерийские подразделения Министерства обороны Абхазии совместно с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа выполнили боевые стрельбы и ряд тактических задач на полигоне Цабал, сообщает сайт Министерства обороны. С 8 по 18 июля в Абхазском государственном университете проходит прием документов от абитуриентов для поступления в вуз. Приемная комиссия работает каждый день с 10 утра до 4 вечера. В этом году в университете выделено 311 бюджетных мест. В этом году абхазские выпускники имеют возможность поступить в IT-колледж образовательного центра «Сириус» в Сочи. Это стало возможным благодаря переговорам между Министерством просвещения и языковой политики Абхазии и представителями образовательного центра «Сириус». Получить образование в IT-колледже могут также выпускники прошлых лет. Обучение в колледже длится 3 года. Студентам предоставляется общежитие, им также будет выплачиваться стипендия. Отбор студентов для поступления в IT-колледж образовательного центра «Сириус» будет проводиться в Министерстве просвещения и языковой политики. С этого учебного года имеем возможность приглашать наших выпускников в вновь открывающийся колледж информационных технологий, IT-колледж «Сириус». Поэтому я приглашаю всех абитуриентов, которые в этом году и в прошлом, например, или позапрошлом году закончили школу и хотят получить специальность программиста, системного администратора, инженера в сфере информационных технологий, поступать. Приглашаю заявить о своем желании, написать нам, прийти с заявлением со всеми необходимыми документами. И у вас будет возможность пройти этап, да, и поступить в один из лучших образовательных центров России, совсем рядом, в Сочи. Будет возможность проживать там в общежитии и получать даже стипендию. Вот, это возможность в первую очередь для тех, кто обладает гражданством России, у кого его, скажем, пока нет, а можно поступать на платную основу. Поэтому мы надеемся отобрать действительно способных детей, которые интересуются математикой, информатикой, программированием. Министр просвещения и языковой политики также сообщил абхазскому телевидению, что 5 абитуриентам из Абхазии будет предоставлена возможность пройти обучение в городе Нижний Новгород. Информационные технологии, агрономия, экономика, отборочный этап по этим направлениям будет проходить как очно, так и дистанционно. Сегодня я провел переговоры с Владимиром Ильичем Литвинчук. Вот, он активно содействует тому, чтобы наши студенты получали высшее образование в Нижнем Новгороде. В этом году нам дают возможность для 5 уже студентов, да, абитуриентов на факультет ИТИС, информационные технологии, агроинженерный институт и, соответственно, управление, экономика. Такие вот специальности, соответственно, выбрали наши абитуриенты. Мы проведем, соответственно, отбор, пройдут вступительные испытания дистанционно и очно. Мы вот на следующей неделе приглашаем всех абитуриентов, да, чтобы они прошли тестирование интеллектуально-психологическое. Вот, совместно с Абхазским государственным университетом мы такую проведем процедуру, чтобы туда поехали действительно те, кто способен
да, например, в технические вузы. Те, кто может учиться, кто хочет учиться, кто замотивирован, кто выбрал действительно ту специальность, соответствующую его способностям, талантам. Поэтому вот такое вот мероприятие мы тоже запланировали на следующей неделе. Глава администрации города Сухум Беслан Эшва подписал распоряжение об установлении дня и времени личного приема граждан, сообщается на официальном сайте столицы. Прием будет проводиться еженедельно по вторникам с 10 утра до часу дня по предварительной записи с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность. На 70-м году ушел из жизни чеченский поэт, прозаик и публицист Тауза Исаев. Союз писателей Абхазии соболезнует писательскому сообществу Чечни, родным и близким по случаю смерти искреннего друга Абхазии, абхазского народа Тауза Исаева. Тауза Исаев являлся членом Союза писателей Абхазии, Союза писателей России и Союза писателей Чеченской Республики. Писал на русском и чеченском языках. В 1995-2008 годах жил в Абхазии. Работал преподавателем русской литературы и культурологии в Абхазском государственном университете. Являлся вице-президентом общественной организации Академия культуры Кавказа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 10 и 11 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью и утром местами небольшой дождь, туман. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-32 градуса. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.